Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. На территории Якутии проходит операция «Быт». В ходе оперативно-профилактической операции «Быт» личным составом органов внутренних дел принимается комплекс мер, направляемых на снижение и стабилизацию оперативной обстановки в целом. Большинство преступлений и правонарушений совершается под воздействием алкоголя. За угрозу убийством возбуждены уголовные дела в отношении 2 жителей республики. Так, в городе Ленск участковыми полномочиями полиции установлен ранее судимый 37-летний местный житель. А в поселке Хандыга за аналогичный случай установлен 20-летний студент первого курса техникума. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» в отношении 44-летнего жителя города Якутск, 45-летнего жителя города Ленск, 55-летнего жителя города Среднеколымск и 33-летней жительницы поселка Белая гора. Потерпевшими в данных уголовных делах являются супруги, друзья и знакомые. Причиной совершения противоправных действий в отношении близких – злоупотребление алкоголем. Управление ФСБ и отдел К Министерства внутренних дел задержали 2 хакеров в Нерюнгри. Как сообщили в службе безопасности, они занимались так называемым кардингом, то есть приобретали товары в интернет-магазинах с использованием реквизитов, не принадлежащих им банковских карт. Для этого злоумышленники проходили обучение в тематических группах и с помощью онлайн-уроков изучали способы и применение программ, которые служат для сокрытия преступных действий. Мошенники, ворующие деньги с карт, так называемые кардеры, собирают информацию о платежных картах обманным путем. Похищают не только номера и имена владельцев платежных карт и сроки их действия, но и ПИН, а также коды на оборотной стороне карт. Обналичивают деньги через места, где есть возможность ввода и вывода денег, пояснили в ведомстве. Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Администрация муниципального образования поселок Айхал привлечена к административной ответственности за нарушение проведения торгов при приватизации муниципального имущества. В ходе проверки установлено, что в мае 2018 года администрация муниципального образования провела аукцион на право покупки 3 нежилых помещений, а также находящихся под ними земельных участков. Между тем, на официальном сайте, предназначенном для проведения торгов, извещение о проведении аукциона по продаже вышеуказанного имущества опубликовано только после его проведения. Кроме того, установлено, что указанное извещение также не размещалось на официальном сайте муниципального образования поселка Айхал. По итогам состоявшегося аукциона указанное муниципальное имущество приватизировано физическим лицом. В связи с этим, на основании постановления прокурора города, решением УФАС по Республике Саха-Якутия, администрация поселка Айхал привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура предъявила в Мирнинский районный суд исковое заявление о признании результатов аукциона недействительными, которое в настоящее время находится на рассмотрении. 2 года условно получил житель Мирного за кражу ювелирных изделий. 9 февраля этого года подсудимый, проходя мимо незапертой квартиры, которая забыла закрыть на ключ несовершеннолетняя дочь потерпевшей, незаконно проник внутрь квартиры, откуда похитил шкатулку с ювелирными изделиями на общую сумму свыше 74 тысяч рублей. Похищенное имущество сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкогольные напитки. Международным происшествием в Панкинском ущелье в Грузии произошли столкновения полиции с противниками строительства ГЭС. Ранения получили 15 полицейских и 12 участников акции протеста, сообщают местные средства массовой информации. Рассказывает Татьяна Гамозова. Около 30 человек получили ранения в столкновениях полиции с протестующими в Панкинском ущелье в Грузии. Местные жители в воскресенье собрались у села Беркиани, где планируется сооружение гидроэлектростанции. Люди пытались заблокировать строительную технику. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ и резиновые пули. По заявлению МВД, они вынуждены были применить спецсредства после того, как вооруженные дубинками протестующие стали бросать в них камни.
Жители опасаются, что сооружение ГЭС повредит окружающей среде, и они будут вынуждены покинуть свои дома. Власти заверяют, что опасности нет. Тем не менее, глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил вечером в воскресенье, что станцию построят только при поддержке 90% населения. Об этом сообщил телеканал «Рустави-2». В настоящее время члены правительства обсуждают ситуацию со старейшинами. К урегулированию конфликта готовы подключиться президент Грузии Саломе Зурабашвили. В Панкисском ущелье Грузии проживают в основном кистинцы, этнические чеченцы. На этом пока все. Продуктивной рабочей недели и берегите себя.